На стройке много не заработаешь, решили 5 приезжих из Таджикистана и занялись более прибыльным делом – рэкетом. Почти ежедневно в российских телеканалах можно посмотреть такие вести, однако многие из нас даже не думают, каким является данная информация – правда или вымысел журналиста. В то время как очень много информации является вымышленными, их специально создают и распространяют сами журналисты. Обратите внимание на этот сюжет. Радикалы были вооружены, и милиция им во всем подчинялась. С подробностями Антон Лядов. Сотрясение мозга, сложный перелом голени и ожог лица с некрозом. 40-летний Андрей Петков не сможет ходить еще полгода. Сейчас он готовится к операции. 7 апреля Андрей, как обычно, пришел на центральную площадь в открытую заявить о том, что недоволен действиями новой власти. Но на мирный протест неожиданно нагрянули радикалы, которые устроили настоящую бойню. Он мне висок ставит, когда я лежу на земле, он ставит: я тебя убью, Майя Георгиевич студент. Я говорю: вот тебе. Я говорю: стреляй. И тут девчонки подбежали с ноги, его бац, и он укатился. Теперь обратите внимание на сюжет телеканала НТВ про этот человек. В начале выпуска сенсационное признание гражданина Германии, который несколько дней назад получил ранение у стен Николаевской обладминистрации. В беседе с нашими корреспондентами он назвал цель своего визита на Украину. Гость из-за рубежа, как выяснилось, готовил к силовым акциям группу из 50 человек. И все участники этой группы – граждане Западной Европы. Оплата производилась им лично до выхода на сцену театра боевых действий. При этом он сам является лишь передаточным звеном в сложной финансовой схеме. Ну а кто стоит за ним, наемник, говорить, отказался. Во-первых, я привез денег для Майдана, для лагеря из Германии. А если не секрет, какая сумма? 500 тысяч евро. Человек, который сейчас находится в больнице под охраной, выступал на стороне активистов правого сектора. Для меня совсем не важно, что говорят и пишут российские СМИ про украинские события. Пришел на центральную площадь в открытую заявить о том, что недоволен действиями новой власти. Гость из-за рубежа, как выяснилось, готовил к силовым акциям группу из 50 человек. Дело в том, что после просмотра таких ложных и специально придуманных сюжетов возникает такой вопрос. А правда ли пишут или говорят российские СМИ про наших соотечественников? Преступления стали более дерзкими, и их количество возросло. Так начальник окружной полиции Василий Романица охарактеризовал правонарушения, совершенные мигрантами. Кто мог так жестоко расправиться с беззащитной беременной женщиной? А прокуратурой Москвы установлено, что каждое 5-е преступление в столице совершают мигранты. Ярким примером таких ложных статей является статья Георгия Зотова, опубликована в «Аргументе факты». Он даже толком не знает, с какими государствами Таджикистан имеет визы, а придумывает всякие небылицы про Таджикистан. К сожалению, некоторые наши российские коллеги любят писать провокационные статьи, преследуя ненависть между представителями разных национальностей. Россия для русских, Москва для москвичей! Для всех есть мусульман! Ура! Но если какой-то мигрант совершает благое дело, об этом русские СМИ ничего не говорят. Примером является герой данного сюжета, где таджикский мигрант совершает героический поступок, спасая ребенка-инвалида. Он без страховки поднимается на 3-й этаж и забирает мальчика во время пожара. Но об этом поступке простого, но благородного и отважного мигранта абсолютно ничего не говорят российские журналисты. Журналистам, несмотря от нации, должны проявлять гуманность и стремиться к тому, чтобы не унижать и не оскорблять представителей других национальностей.